Добрый вечер, дорогие друзья. Посмотрите, кто у нас на прогулке. Это наша новая тайга. Заводчик Петр Николаевич Окуловский. Тайга у нас 67 в холке, по 30 килограмм весит. Огромная самка. В этом году родила 12 щенят. Вот у нас Монечка Валент. Тайга у нас западносибирская лайка. 12 щенят, из них 8 выжило. 4 умерло. Мать героиня у нас она. Смотрите, как она. Все, будем расхаживать теперь ее, готовить тоже, чтобы она была у нас стройненькая, хорошенькая, а то набрала за это время после родов. Шикарная самка, она покорила выставку, в РКФ ездили в Санкт-Петербурге, покорила всех судей. На бесте взяла 2-е место на все породки, когда всех собак выводят. 2-е место заняла по Санкт-Петербургу и по своей породе No. 1. Как нравится ей ковыряться там. Монечка, иди помогай тайге. Вот села со мной малышка. Села. А это у нас Валент от Веги и Синая. Вега — это Михаила Анатольевича Овчаренко, царство небесное. Это его собака Вега была. Вот ее повязали нашим Синаем. Наш кобель белый западно-сибирской лайки. Получилось у нас белый Воланд. Соотношение процентов волчьей крови примерно от 12,5 до 20%. Ген-тест только может показать точный процент волчьей крови. Очень контактная. Я думал, она будет прям волк волком. Когда она родилась, она была очень забитая, постоянно пряталась, ко мне не выходила. Если ее сестренка, она сейчас в Перми, она была очень контактная. А вот Моника у нас была очень такая, как бы, прям волчонок волчонком была. Потом вот социализацию прошла, очень контактная стала, детей любит. И по зверю работает очень отменно. Возил раза 4 на кабана ее. В общем, и пушнину показывал. Хорошо работает. Отдает голос прекрасно. В общем, посмотрим, что выйдет с нее, да? И очень красивая. Тайга, ну что, дальше идем? Хорош тут. Как свинка. И ты бобров здесь ищешь. Монька тоже хочет. Она проверяет, что за шум. У нас ежедневные прогулки. Обычно по одному брал в последнее время. Сейчас вот решил взрослые выходить по очереди. Через одного будем. Все, ладно. Всем доброй ночи. Добрый день, дорогие друзья. Вы посмотрите на эту прекрасную парочку. Черничка, лопоушка. Сейчас подошел, лежали так вместе. Они одинакового возраста. Черника очень крупная для самки, на самом деле. Посмотрим, как она будет развиваться, расти. Ну, светлый — это самец арктического волка. И посмотрите, как не отстает наша черника от него. Ну, у черники мама тоже арктическая волчица, папа канадский волк. Светлый вообще ничего не видит, мне так кажется. Какие-то, может, силуэты одним глазом видит, но я даже керхером, когда мою, он бывает прям под струю случайно набегает. Эти облизывают друг друга. Красавец. Ну ничего, все равно уже более-менее. Боится, конечно, но привыкает. В маленьком вольере намного лучше.
когда будем их реставрировать, буду пересаживать их, скорее всего. Вот где Алита Луя сидит, Синай. Кормлю их, они вечером пузатые, утром опять нету. Пузо вон молочко осталось немного, надо будет сегодня, скорее всего, заеду, опять 3 банки куплю козьего молока. Осталось совсем чуть-чуть. Вот он, видите, по звукам кто-то определяет. Что ты, девчушка? Красотка. Моника. Вчера с ней гуляли. Красавица моя. Вега. Там у нас тайга спряталась. Вон Синай. Тут столько много цыплят, что не доели. Вон там Алитка лежит. Тут говорят, Алиту не показывайте. Вот она, красавица. Вон Синай. Там волки. Смотрите, сколько у нас красной смородины в парке волков. Красота какая, посмотрите. Вот. Вот, давайте мы сорвем. Так, давайте без всяких попробуем сейчас. Кислючая. Ну что, пусть недельку пополивать и будет шедевр. Черную смородину съели крысы. Ее особо нету. Вот она. Чуть-чуть здесь. Не особо крупная, надо поливать ее. И так как бы ежедневно поливаем, ну, походу, больше поливать. Или просто съели крысы самую крупную. А эти дозревают просто. Кружовника тоже у нас прям очень много. Это у нас красный должен кружовник. Или крыжовник. Посмотрите, какой огромный. Весь куст. Эти не сильно прижились. А вот мой кроссовок, который Монечка, блин, с носком вчера утащила. Тут у нас, видите, по материалу все закончилось. Заканчивается. Тут некоторые остатки остались. Посмотрите. Уже осталось чуть-чуть. Совсем чуть-чуть. Сегодня нам привезут цыплят. Но сегодня, конечно, мы сюда их не поместим. Но, надеюсь, за сегодня пол положим. Вот уже металлом все отбили. Папа уехал на неделю. Поэтому теперь сами с усами. Сейчас он пылесос притащил, пропылесосить все здесь. Ну, думаю, пол попроще будет ложить. Да? Сергей, передавайте привет. Привет. В общем, дорогие друзья, тут еще спор такой шел между папой и Сергеем насчет... Ничего, насчет цвета этого холодильника. Папа говорит белый, Сергей говорит под цвет вольеров. Но мне, в принципе, ну и так нормально. Я особо, ну не знаю, какой лучше. Аккуратней, Федя. Подождите. Мне и так нравится, в принципе. Ну хотя белый, почему не красивый белый, Сергей? Ну, потому что он официальный какой-то, наверное. Ну как все холодильники? Нет? Почему? Мне тоже? Ты, главное, сам-то черный холодильник захотел, серый. У тебя белого холодильника? Так, а вы дверь белую купили, вы же не спросили, какую дверь цветом покупать. Ага, ну вот. Поэтому под белую дверь надо что-то придумывать по дизайну, чтобы красиво смотрелось. Ну, дорогие друзья, в общем, предлагайте, какой окрас будет смотреться именно под белую дверь. Сейчас я вам закрою. Ваша вот тут помощь нужна, как-никак. Да, подождите, сейчас, Сергей. Смотрите, насколько она толстая дверь. Сейчас. Так. Вот вольеры. Вот такая белая дверь, навес.
Ну, мне кажется, белый бы подошел очень хорошо. Потому что если под цвет вольеров, белая дверь сильно выделяться будет. Ну или предлагайте, какой цвет можно сюда влепить, обшить. Интересно ваше мнение. Пишите комментарии, дорогие друзья. Вон привезли стеллажи. Красота. Сколько они? 1,60 м, да? Дорогие друзья, установили сплин-систему. Вентилятор, пол полностью. Только он, правда, шумит очень сильно. Смотрите. Вот, вентилирует как. А, красота какая. Все, пол готов, как, Сань, ты думаешь? Прошел проверку. Вот, посмотрите, все. Красота, красотища. О, жарко. Красота. Фу. Что-то там вообще как будто воздуха нет или что? Конечно, нету, надо закрыть. И все. Добрый вечер, дорогие друзья. Посмотрите, сколько у нас корма. Это все цыплята у нас. У нас тут Ольга. Ольга, передаю привет. Привет, Посмотрите, нашли, да, 2 живых цыплят. Вот один поедет к Ольге, другой останется у меня. Посмотрим, как они будут у них продвигаться дела. Они, конечно, подмятые немножко. Да, я не вырастут ли знаю, они в курицу, не вырастут. Вообще Ну, должны прикольные. быть петухи. А, петухи? По идее, должны Еще быть круче. петухи. Ну, посмотрим. Петух в парке будет тогда. Ну, может, они там ошибаются, машина ошибается, они там как-то Ну, машина может быть, да. фасует их. Прикольно. А вон там в коробочке тоже еще один цыпленок. А тот, по-моему, без хвоста или как-то он? Не, он Нет? просто обдостался. А, Нет, все, хвостики на месте. ну, тоже прикольный. Классные такие, смотрите. Вот так, кадр. Цыплята. Попробуем, да, выходить. Вот они все были живые, сейчас все мертвые. Ну чё, кушать тоже надо волкам. Кого Да, услышали просто, что пищит кто-то, и вот 2 нашли в пакете. В одном, да, пакете они в одном были? пакете рядом были, да. Классно. вдвоем. Они просто забились там, вот где эта складка была, и остались поэтому живы. Остальные, видимо, не знаю, придавились или как они подвесили. Да, тут нереально вообще выжить, но вот эти живучие. Ну да. Поэтому им Может, какие-нибудь подхватить победоносные имена надо дать. Петушкам нашим. Попробуем, да. Это контент. Ладно, поедем. Всё. У нас цыпленок инфаркт не получит. Малыш наш. Да некуда он убежит. Давай мы тебя пока в коробочку и домой. Да? Да. Ну, у Ольги еще один. У Ольги тоже один. Вот мы нашли в одном пакете их. Ну, навряд ли они уже все померли. И эти у нас. Великан с такими лапами. Тут у нас вальфунды. Акула подбежал к ним, воспитатель. Там у нас это алу. Смотрите на них, как они глотают цыплят. О, хороший. На балу похож ты. Так, все проглотили. Так, идите сюда. Нельзя, акула. Нельзя. Нельзя. Акула нет. Тихо. Так, акула, дай. Так куда ее обижаешь? На. Проглотили, на. Капец, вот проглоты.
Все, дайте вожаку наесться, потом поедите. Ты тоже все съел? А? Не съел. Сейчас гонять их будут. Так, нельзя. Алушечка. Тихо, не прыгай. Не прыгай. Смотрите на этих шариков. Надулись так. Эти чуть поели западники и все. А эти вон до отвала. Смотрите, у Оскара пузо какое. Шар. Балта? Ай, молодец. Молодец, мой малыш, молодец. Хватит жрать. Хватит жрать. Пузатый, уже не вмещается он. То у бабушки есть крапива, но она не жалит. А я кончиком... Как не жалит? Нет, ну некоторые. Ну ладно. А я, вот крапива, я могу до кончика языком дотронуться. А ну давай, Федь. Это должна быть целая крапива. Там можно и такое. Разница. Большая разница, Ну, пошли, я доча. тебе покажу. Подожди, я буду это снимать, Федь. Федя мой крестник. Бабушки так делают до кончика. А зачем так делал? Не знаю, проверить. Будет жалиться. И что, не жалил? Ну, кончик не жалит. А если весь язык? Я думаю, хватит, наверное. Я тоже думаю, давай уже посмотрим, будет он есть или нет. Хоть бы будет, хоть бы будет, хоть бы будет, хоть бы Все будет. переживают за птенчика. Вы его еще оставили, дверь открыли, мама, молодец. Что там комод? Да, ему холодно. Дайте я его накормлю сейчас. Бедняжка. А, Сам бы, да, съел? А, так зеленью пахнет. Съешь. бедного сейчас заколем. Чего? Колоть не будем. Ну, цып-цыпа, давай. У них инстинкт же должен срабатывать. Напуган, наверное. Но он не однодневный, это точно. Почему? Ну, потому что однодневные, они, по-моему, лысые сначала, потом переодеть. Да, обсохли, они вон с яиц, вон все с яйцами там. Да? Ну, с яиц Да. прям, да. Да, я думал, должен пожрать. Наверное. Он напуган, мне кажется. Немного. Он так дышит как-то. Давайте отойдем, я ему сейчас сварю яйцо и желток, если что, еще принесу. Пошлите покажу пока. Что покажешь? Давай пока. Все тогда выпускай. Эрика, пошли тогда. Мою руку клюет. Крапиву не хочет никак. Засыпает. Малыш. Видите? Кушать хочет. Добрый день, дорогие друзья. Посмотрите, какая у нас морозиловка. Вот купили шторки, чтобы сюда резко не выходил холод. И сделали стеллажи. Посмотрите на них. Сейчас я отдалю вам, покажу. Вот так вот выглядит холодильная камера. Морозильная, точнее, не холодильная. До минус 18 градусов. Ну, на ней минус 21. Сергей сейчас вызвал мастера, который занимается именно этими морозиловками. У нас что там не получается, Сергей, сделать? Там этот, с
Сломан оказался регулятор. Регулятор, в общем, сломан. И вызвали мастера. Надеемся, сегодня приедет и все сделает. Сейчас похолодим немножко. А вентилятор что, не работает? Ну, в общем, похолодим и сюда уже будем затаскивать цыплят. У нас там больше полутонны цыплят. Он там находится, вот туда в тенек отложили. Делали с самого утра, наверное, часов 8 заняло. Очень неудобно делать вот нижние и верхние вот эти крепления, снизу закручивать. Туда шуруповерт вот в эти места не заходит нормально, и немножко помучились. Сергей, я и дедушка. У меня дедушка с бабушкой приехали. В общем, смотрите, какая красота. Всем огромное спасибо, кто участвовал в этом всем. Уже 90% морозильной камеры сделано. Просто супер. Отдельное спасибо Виктории за то, что навела движ, все организовала. Спасибо огромное. Ну, лампочку осталось, этот починить осталось. И обшить уже потом железом морозильную камеру. Вон. Красотища. Там у нас дедушка. Пошел он глядеть всех. Тут у нас бабушка с мамой. Мама тоже приехала. Папа уехал, мама приехала. Вон дедушка гладит всех. Надо пойти ему рассказать, кто там сидит.